Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская республика», в студии Алла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. На страже правопорядка. Личный состав насчитывается более 300 человек. Отметим, что строительство базы проходило под чутким руководством главы региона Рамзана Кадырова. Расскажем в нашем выпуске, как протекает служебная жизнь бойцов батальона имени Байсангура Биноевского и какие успехи они уже достигли. Устойчивое развитие. Зеленое кольцо сердца Грозного – это непрерывный пешеходный маршрут протяженностью 7 километров, который будет объединять весь центр Грозного и новые проектируемые объекты. Состоялась презентация актуализированного мастер-плана Грозного о том, как изменится столица региона. Большой юбилей. Мы видим, что деловой Грозный имеет своего зрителя, читателя, что журнал популярен. Глянцевый журнал «Деловой Грозный» отметил 10 лет. О достигнутом и новых целях издания расскажет Рамзан Абуев. В мэрии города Грозный по поручению Рамзана Кадырова начата масштабная работа по подготовке избирательных участков к проведению выборов президента России. Руководитель третьего сектора Хасмагомед Кадыров провел расширенное совещание с представителями всех организаций, расположенных на территории столицы. Градоначальник отметил, что на каждом из присутствующих лежит огромная ответственность за организацию и проведение выборной кампании на высшем уровне. Важно отработать каждый пункт, начиная от обеспечения безопасности на избирательных участках, заканчивая информированием населения в период проведения массовых мероприятий. Все необходимое взаимодействие от мэрии города будет оказано, отметил Хасмагомед. Стартовал актуализированный мастер-план города Грозного. В ходе презентации завершили работу над основополагающим документом, который определит вектор развития столицы региона на будущее десятилетие. Турбулали Тайсумов расскажет о всех деталях данного проекта. Разработка мастер-плана города Грозного стартовала по инициативе руководителя субъекта Рамзана Кадырова. Партнером в работе над проектом выступил финансовый институт развития жилищной сферы «Дом РФ». Представители городской мэрии вместе с Хасмагомедом Кадыровым и другими официальными лицами присутствуют на презентации. Генеральный директор Дома РФ Денис Филиппов поздравил с утвержденным планом благоустройства. Городоначальник отметил большую перспективу развития Грозного, как одного из лучших городов на всем Северном Кавказе и не только. 5 октября 2023 года мы подвели итоги конкурса на разработку важного для нашей столицы документа, определяющего всестороннее развитие города в долгосрочной перспективе. На протяжении нескольких месяцев вместе с победителем команда экспертов участвовала в разработке и детализации мастер-плана. Сегодня мы наглядно видим результаты этих усилий и в ближайшее время приступим к его реализации. Для нас это ожидаемое событие, которое в перспективе сделает чеченскую столицу еще более привлекательным центром не только Северного Кавказа, но и всей нашей страны. Разработчиком будущего роста и развития столицы Чеченской Республики до 2035 года стала компания «Мастерс-план». В ходе отбора их идеи и план реализации победили десятки других претендентов. Мастер-план победителей включает в себя множество интересных решений. Обновленные торговые центры, прогулочные зоны, парки отдыха, новые рабочие объекты. Все эти решения современной архитектуры, отвечающие требованиям комфортной жизни горожан. Специалисты компании-разработчика отмечают, что город стремительно растет, а потому дополнительная инфраструктура просто необходима. Она коснется всех социально-экономических направлений. Грозный 2035 – это образовательно-финансовый центр Северного Кавказа, опора России. Население к 2035 году в Грозном увеличится на 130 тысяч человек. Появится более 40 тысяч новых рабочих мест. Туристический поток ежегодно составит
1,5 миллиона туристов. Очень большой приток естественного населения в Чеченской Республике и в Грозном, потому что Чеченская Республика – это самый передовой регион по естественному приросту населения, а также создавая уникальную, абсолютно современную инфраструктуру 21 века, мы ожидаем, что сюда приедут очень много специалистов и студентов работать, жить, оставаться. Объектами строительства станут новые многоуровневые участки благоустройства с мостами и озелененными общественными пространствами. Причем пешеходные пути будут с самыми разными вариациями. Еще одна фишка – это безбарьерная проектировка. Она создаст комфорт для людей с дополнительными потребностями здоровья, передвигающихся на колясках. Хасмагомед Кадыров поблагодарил команду и всех присутствующих за полезный проект. Грозно у нас не просто культурный и образовательным центром будет, но и еще молодежным центром Северного Кавказа. Поэтому дальше больше. Спасибо всем, что нашли время, что приехали, и участникам, и инвесторам. Всем спасибо большое, удачи. Еще одним объектом реализации станет завод по закалке стекла и стеклопакетов. Городоначальник столицы побывал здесь накануне с инспекцией. В числе прочего будет налажен выпуск стекла, применяемого для панорамной установки в помещениях большой площади. Привлечение инвестиций и развитие промышленного сектора – это одна из приоритетных задач, которую ставит и успешно реализует руководство региона. Турпа Лалита Исумов, Моусар Хаджиев, Саид Эмин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова при участии представительства Чеченской Республики в Ростовской области провел очередную масштабную благотворительную акцию в Донецке. Жителям Кировского района города, подвергшегося недавним обстрелам со стороны украинских военных, переданы продукты питания, картофель, лук, консервы, крупы, макаронные изделия, фрукты и другое продовольствие первой необходимости. Я хочу поблагодарить Рамзана Кадырова за неоднократную помощь Кировскому району, гуманитарную, которая предназначена для наших пострадавших, для наших детей, всех. Я вам кланяюсь. Большое спасибо. Хочу сказать особые слова благодарности главе республики Рамзану Ахматовичу Кадырову за постоянную помощь, которую оказывает нам. Кировский район один из самых пострадавших районов в городе. И очень приятно, что в эти тяжелые минуты нас не оставляют наедине со своей болью, со своими проблемами, и всегда стараются нам помочь разными вопросами, гуманитарными, каким-то человеческим ресурсом. Большое спасибо за это. Сотрудники батальона имени Байсангура Биноевского под руководством командира Бекана Чалаева эффективно выполняют свои служебные обязанности и регулярно совершенствуют боевые навыки. Как протекают рабочие будни бойцов, смотрите в следующем сюжете. Состав батальона имени Байсангура Биноевского на строевой смотр построен. Докладывает заместитель командира батальона майор Цуригов. Вольно! Вольно! Дисциплина, точность движений и единство в команде бойцы батальона Байсангура Биноевского ежедневно встречаются в едином строю. Они занимают строго заданные позиции в строевом порядке, синхронно выполняют команды. Именно так начинаются рабочие будни у военнослужащих. В ходе стандартных военных процедур сотрудники проводят строевые, огневые и физические подготовки на территории части, что значительно помогает им оставаться в лучшей форме. И, конечно, самый главный наставник для бойцов – это их командир Бекан Чалаев, который с самых первых дней формирования батальона поддерживает своих подопечных и работает с ними в одной команде, что способствует укреплению их боевого духа.
Все эти молодые люди обучены на базе Российского университета спецназа. Там они освоили актуальные направления военного дела. Что касается их технического оснащения, они имеют самое современное оружие и технику, что позволяет результативно выполнять служебно-боевые задачи. В воинской части располагаются все условия для комфортного проживания и работы бойцов. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова систематически оказывает военнослужащим необходимую поддержку. В регионе создано большое количество полков и батальонов. Также данное подразделение, носящее имя чеченского полководца Байсунгура Биноевского, сформировано в прошлом году. Личный состав насчитывается более 300 человек. Отметим, что строительство базы проходило под чутким руководством главы региона Рамзана Кадырова. Батальон сформирован из новичков и из силовиков, которые долгое время находятся в этой сфере. Один из таких – Анзор Цуригов, занимающий должность заместителя командира. Является потомком Байсунгура Биноевского. Служит более 10 лет. И за этот период он участвовал в различных операциях, в том числе и в СВО. И показал, насколько сильными могут быть чеченские воины, когда дело касается их родины. 2022 года СВО Украина, Мариуполя, первый Мариуполь Чудо-Артово. От Мариуполя мы уже после освобождения Мариуполя мы вернулись домой, потом переподготовились, потом поехали обратно в ЛНР, Луганскую область. После взятия Камышеваха был тяжело ранен, пришел в себя, пришел в форму, взял себя в руки, вступил в этот батальон. Для меня это большая гордость, честь. И дальше служить, работать во благо нашего народа. Мы не сойдем с этого пути. Будем дальше работать, стараться, обучать. И мы в дальнейшем ждем команды, приказ, чтобы еще раз показать себя, на что мы способны и на что мы годимся. Подразделение только набирает свои обороты, и, как отмечал Рамзан Кадыров, данный батальон станет один из самых боеспособных подразделений в системе войск Национальной гвардии. Под кураторством начальника обеспечения безопасности главы Чеченской Республики Адама Кадырова бойцы готовы к выполнению боевых задач любой сложности в любой точке мира. Лейла Муртазова, Саид Селим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. Свое десятилетие отметил федеральный информационно-политический журнал «Деловой Грозный». На гала-приеме «Россия-2024» присутствовало более 80 гостей из 9 стран мира. Слово Рамзану Абуеву. Все идеи и замыслы Ахмат Хаджи Кадырова воплощаются в жизнь. Было положено начало ряду масштабных строительных проектов. С показа презентационного видеоролика о Чеченской Республике начался гала-прием «Россия-2024», приуроченный к десятилетию федерального информационно-политического журнала «Деловой Грозный». В своем фирменном стиле с юбилеем издания поздравил самый известный ринг-анонсер Александр Загорский. Дамы и господа, фото! Не знающий поражений, достойный сын чеченского народа, информационно-политический журнал «Деловой Грозный». Алла Бекевойна Хо! С самого начала работы «Деловой Грозный» занимает важное положение в медиасфере. Основные принципы – предоставление достоверной информации и ознакомление с культурой и историей чеченского народа. Для достижения этих целей прикладываются все усилия. Издание неоднократно было удостоено престижных наград на федеральном уровне. В первую очередь рада, что мы можем так чеченский народ представить, Чеченскую Республику представить. А сейчас нам дал уникальную возможность и Россию представить в других странах мира. Нам интересно вот сейчас политологи, которые не живут в России, потому что у нас есть своя информация, как бы для нас закрыта правдивая информация с Европы. Мы сейчас привлекаем их, чтобы они печатались в нашем журнале, давали свои статьи и уже знали об этом. И не только мы знали европейские идеи в нашей республике, в нашем журнале, но и, конечно, знали о нас в других странах, так как у нас журнал распространяется в той территории. Сегодня это нам помогают наши политологи и друзья, и еще борты у нас, которые вылетают в Чеченской Республике на 6 направлений других стран. В современном мире предпочтение людей немного изменилось. В век информатизации легче все узнать с помощью гаджетов, однако все еще есть любители познать мир с помощью бумаги, и популярность журнала «Деловой Грозный» доказывает актуальность печатных СМИ, подчеркнул помощник главы региона, министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Хочу поздравить коллектив
данного журнала во главе с нашим братом Хусейном. Они выпускают качественную, конкурентную продукцию. Это такой пример, что печатная продукция, она имеет свою перспективу, несмотря на то, что до сих пор продолжаются разговоры, что журналы, газеты, они не имеют никакой перспективы. Мы видим, что «Деловой Грозный» имеет своего зрителя, читателя, что журнал популярен. Поэтому мы поздравляем наших коллег, всех сотрудников данного журнала, благодарим за организацию этого мероприятия. Яркий вечер собрал известных российских артистов, выдающихся представителей медиасферы страны и федеральных чиновников. Каждый из них выразил поздравления. Очень немногие регионы могут похвастаться таким замечательным изданием, такого качества. Качеством материалов, качеством наполнения, интересными сюжетами. И вы знаете, его не скучно читать. Его каждый вот такой номер ожидаешь, но с удовольствием. Ты берешь и понимаешь, что это хороший продукт, настоящий журналистский хороший продукт. Дорогие друзья, что мир говорит, что люди говорят, это не важно. Что видит, это важно. Люди говорят, печатно больше не идет, не можно. Но когда мы видим такое красивое, такое качественное вещи, мы должны радоваться. Главного редактора журнала наградили орденом дружбы от Коммунистической партии России. Здесь же ему вручили памятные подарки, благодарственные письма и передали поздравительные телеграммы. Самое интересное – это рекорд книги Гиннесса России, которые зафиксировали. Рекорд. Наибольшее количество отзывов высокопоставленных чиновников в одном издании об одном лице в России, а именно об Ахмад Хаджи Кадырове. Издание, приуроченное к 71-й годовщине со дня рождения первого президента, героя России Ахмада Хаджи Кадырова. С результатом 65 отзывов рекордсмен Ибрагимов Хусейн Хаваджиевич. Город Грозный, 24 января 2024 года. В числе экспертов и читателей известные государственные и общественные деятели, политологи, публицисты, крупные бизнесмены. Гости подчеркнули в своих выступлениях значимость издания для социально-экономического развития, укрепления межкультурных отношений. Мы всегда очень приятно видели о том, что «Деловой Грозный» – это больше, чем журнал. Он действует в таком очень современном тренде, в котором действуют многие мировые средства массовой информации. То есть это и журнал, это одновременно создание событий, конференций, круглых столов. Это гражданское общество, можно сказать, которое формирует общественное мнение, которое анализирует различные процессы, которое позволяет людям высказать свою позицию и найти себе каких-то близких по духу, по взглядам людей. Мы понимаем, что средства массовой информации, когда мы говорим журнал, который в протяжении 10 лет отражает весь потенциал республики, дает нам, другим странам, понять, что можно делать с Чеченской республикой, в каких сферах нам сотрудничать, новые технологии, спорта, культуры, экономики и так далее. В настоящее время редакция «Деловой Грозный» имеет офисы в крупных городах России, таких как Грозный, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, а также в Республике Крым. Это уникальный формат журнала, объединяющий в себе высокие стандарты качества. «Деловой Грозный» — это стильный журнал, предназначенный для современных и активных людей, которые стремятся к успеху. На его страницах рассматриваются различные темы, включая культуру, туризм, строительство, промышленность. Он является надежным источником свежей и актуальной информации. Завершение вечера ознаменовало яркий концерт, где прозвучали хиты именитых российских артистов. Рамзан Абуев, Рахман Хаджиев, Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. Награждение финалистов конкурса «Герои нашего времени» прошло в стенах Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики. Участие в конкурсе приняли ученики из 7 и 11 школы, а также лицея номер 1 имени Назарбаева. Школьники должны были написать сочинение о людях, которые, по их мнению, достойны звания героя. Какими качественными
и ценностями должен обладать такой человек. Победителям и призерам вручили дипломы и подарки. Вот это сочинение, как раз про которое я дала первое место. Он дальше Также состоялся круглый стол, в нем приняли участие руководство департамента, уполномоченные по правам ребенка в Чеченской Республике, представители мэрии Грозного и многие другие. Главной темой обсуждения стал проект «Герои прошлого и настоящего». Главная его цель – научить подрастающее поколение стремиться к знаниям своей истории, а также привить духовно-нравственное, патриотическое и правовое воспитание. 25 января все учащие страны отмечают праздник День студента. В честь этого события в Грозненском государственном нефтяном техническом университете подготовили концертную программу и подвели итоги ушедшего года. Как отметили это торжество, расскажет Валентина Гусевская. День 25 января посвящен всем студентам России. В Грозненском государственном нефтяном техническом университете молодежный праздник отметили торжественным концертом и подвели итоги прошедшего года. Организовали представление сами учащиеся. Вообще студенты нефтяного университета, они очень любят как и культуру, так и спорт. И, допустим, мы даем небольшое задание им, и они организовывают такого различного плана мероприятий, которые проходят на ура. И у нас всегда актовый зал бывает полным. Праздник в календаре появился благодаря открытию Московского университета в 1755 году. А с 2007 года День российского студенчества стал одной из памятных дат страны. Национальные танцы и песни на 3 языках – чеченском, русском и английском. Это лишь малая часть всех творческих способностей учащихся. Поздравил студентов ректор университета. Образование – это приоритет номер 1, но мы хотим, чтобы вы студенческие годы запомнили, как говорится, во всей их красе, и стараемся наполнять вашу образовательную деятельность с разными активностями. КВН, культурный блок, патриотический, спортивный. Поздравляю вас с вашим днем, с вашим профессиональным праздником. Будем и дальше стремиться к тому, чтобы вы любили учебу, любили университет, запомнили его надолго. За высокий вклад в деятельность вуза и стремление к знаниям студентов наградили грамотами и благодарностями. Каждый молодой активист нашел для себя любимое дело в стенах своего университета. Я являюсь председателем профкома, и до того, как меня назначили, я организовывала и сама участвовала во многих мероприятиях, которые проходили в нашем вузе и в других вузах Чеченской Республики. Потом, после моего назначения, я уже стала больше ориентироваться на наш институт, организовывать для нашего института мероприятия. Хотелось бы дальше учиться на магистратуре направления бизнес-информатики и работать параллельно тут же. В университете мы получаем действительно качественное образование. Культурная жизнь университета – это неотъемлемая часть, потому что происходит большое количество мероприятий, различных выставок, форумов, на которые студенты принимают активное участие, и это действительно большой вклад в развитие каждого из нас. Учеба студентов наполнена незабываемыми впечатлениями на всю жизнь. Самые способные учащиеся не только успешно сдают экзамены, но и успевают совмещать их с работой. Помимо учебы, я также работаю на кафедре автоматизации технологических процессов производства, должности старший лаборант кафедры. Я работаю в этой должности с 1-го курса. Данная кафедра мне очень во всем помогает, во всех моих начинаниях. Благодаря ей я разработал множество учебно-лабораторных стендов для различных дисциплин, написал множество научных статей, ГРИНС, ВАК, также патентов, то есть свидетельства программы ОМ и тому подобное. В Грозненском нефтяном университете студенты показали свою приверженность образованию и развитию. Впереди их ждет подготовка к экзаменам, творчество и научная деятельность. Валентина Гусевская, Хусейн Мурдаханов, Вести, Чеченская Республика. Награждение сотрудников подразделения по взаимодействию со средствами массовой информации состоялось в Управлении Росгвардии по Чеченской Республике. В честь Дня образования подразделения по взаимодействию со средствами массовой информации начальник Управления Росгвардии по Чеченской Республике генерал-лейтенант Шарип Делимханов провел встречу с представителями пресс-службы тероргана, а также подразделений Росгвардии региона. В своем выступлении он отметил значимость работы военнослужащих и сотрудников подразделений, которые оперативно информируют общественность,
Руководитель терроргана также отметил высокий уровень взаимодействия со средствами массовой информации. После официальной части состоялась церемония награждения. Отличившимся были вручены нагрудные знаки за отличие в борьбе против терроризма и экстремизма, памятные медали за отличие в службе и почетные грамоты начальника управления Росгвардии по Чеченской Республике. В Грозном прошла церемония взвешивания бойцов турнира ACA 169. Соревнования пройдут уже 26 января в спортхолле «Колизей». Гостей ждут 15 зрелищных поединков, главными из которых является противостояние ярчайшего российского бойца Магомеда Бибулатова и словака Тамаша Дека за выход в финал Гран-при в легчайшем весе, а также бой Расула Албасханова против Азамата Пшукова, оспаривающих путевку в финал в наилегчайшем дивизионе. Почти 3 месяца готовились постоянно в нашем клубе, дома готовимся, в бойцовском клубе Ахмат у нас тут. Все есть, чтобы хорошо подготовиться, выступать на высшем уровне. Подготовка я тоже оцениваю на высшем уровне. Соперник тоже неплохой, не подарок, не проходной, надо будет тяжелый бой показать. В рамках программы по профинформации ГТРК «Войнах» с экскурсией посетили учащиеся средней школы номер 11 гарнизона Ханкала, расположенного в Грозном. Сотрудники телерадиокомпании рассказали ученикам 8 классов, как именно делают те или иные радийные и телевизионные программы. Ребята смогли узнать много нового. В новостной редакции о специфике работы корреспондента или продюсера. Новостной жанр, как и другие программы, конечно же, имеет свои нюансы, и ребята смогли задать шеф-редакторам и другим сотрудникам интересующиеся вопросы. Получили на них исчерпывающие ответы. Также смогли посетить студии, откуда вещаются информационные программы «Вести», а также тематические проекты, познавательный обход и увлекательные рассказы о журналистике. Конечно же, понравились детям. Я думаю, что каждый из них домой придет, задумается. Думаю, половине точно понравилось. Они бы себя хотели видеть и ведущими, кто-то радиоведущими. Вот. И я надеюсь, что часть из них обязательно осуществит свои желания и проявит свои таланты. Наша современная молодежь более продвинутая, скажем так, более современная, чем мы. Поэтому я думаю, что у них все впереди. Тем более мы рассказали, что это сделать не так сложно. Все в их руках. Главное, чтобы они хотели. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.